просто вашу роль взвалили мне на плечи. Вам предлагается неслыханнейший бред. И хоть бы полсловца нашлось у вас в ответ. Театр – это всегда большая тайна, и лишь малая ее часть, то, что происходит на сцене, освещено софитами. Остальное же скрыто от глаз зрителей. Самое интересное спрятано за стенами гримерки. Омолодить, состарить, изменить очертания лица. Именно в этом художественном цехе артист перевоплощается в своего героя. Легко умилены его очи и сердца пред совершенными созданиями Творца, ведь то его лучи сияют вам подобно. Ханжа, притворщик, добронравный скромник. Несколько минут до начала спектакля Рифат Сеитаблаев полностью перевоплощается в Тартюфа. За 30 лет служения театру примерил на себя бесчетное количество образов. За эти годы я кого только не играл, и положительных героев, и отрицательных. Мне эта роль очень нравится. В каждом из нас сидит, есть и человеческое, хорошее, справедливое, ну, есть там что-то, наверное, нехорошее. Мы же имеем право на ошибки, мы же не боги. С первым появлением актеров на сцене легкая грациозная постановка завоевывает сердца зрителей. Хочется отдохнуть, забыться хотя бы на 1,5-2 часа, то, что на улице происходит. Хочется здесь побыть и порадоваться. 250 лет назад Тартюфа впервые показали в Крымском ханстве. Сегодня это послужило вдохновением для крымско-татарской труппы. Родившийся в 17 веке, как ни странно, сегодня мольеровский обманщик становится все более злободневным и актуальным сюжетом. Появившийся в семье демагог рушит все принципы и взаимоотношения, а вместе с тем и общество. Пьеса «Тартюф» она важна и актуальна для любого народа. В данном случае, конечно, этот спектакль, он имеет некие свои признаки, и он был приближен к тематике и к проблематике все-таки крымских татар. По возможности, насколько мог позволить нам автор, поскольку автор француз. Скоро перед зрителями Тартюф предстанет и в крымско-татарском исполнении. Темперамент мы можем проявить свой крымско-татарский, хотя нормы все-таки это французские манеры должны присутствовать, ну и так далее. Вот в этом есть некое различие от произношения до психофизики. Не снятая на камеру, живая игра здесь и сейчас. Один из самых прославленных спектаклей мира сегодня покорил и крымскую аудиторию. Артисты оживили те события, с которыми раньше можно было ознакомиться лишь посредством чтения. Ленуза Бурсиитова и Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет».